Законна ли установка шлагбаумов? Один из часто задаваемых вопросов. Все больше и больше дворов в городах сегодня закрываются шлагбаумами, чтобы там не парковались посторонние машины. Соответственно, проезд здесь разрешен только тем, кто решил установить преграду. По этому поводу возникают многочисленные споры и конфликты. Ведь согласно Конституции России, каждый гражданин имеет право на свободу передвижения. Инициатива собственников об установке ограждающих устройств может стоить кому-то жизни, если они установлены не согласно требованиям закона, отмечают местные власти. Зачастую спецмашины, пожарные, скорая, газовики не могут проехать на место назначения. В ходе рейда проверяющие пообщались с жильцами дома Мальсагова, 52. Здесь установку шлагбаума объясняют нежеланием видеть на своей территории посторонние машины, сомнительных людей, закладчиков. Переживают за безопасность детей. Польза для жильцов ограничителях въезда очевидна. Местные власти не против их законного права, но это решение должно быть согласовано с мэрией, и шлагбаум должен соответствовать нормам технического регламента. Каждый установленный шлагбаум он должен в первую очередь соответствовать пункту 71 постановления правительства Российской Федерации о правилах противопожарного режима. То есть каждый шлагбаум должен быть оснащен для беспрепятственного проезда спецтехники, оснащена такими устройствами, как видеонаблюдение или же круглосуточное дежурство консьержа. На ограждающем оборудовании этого дома нет специальной системы для экстренных служб. Нет дежурного, жильцы обещали исправить ситуацию. По словам работников администрации, документов, разрешающих монтаж электронных ограждений, нет у 90% домовладений, и жильцы устанавливают их самовольно. Почему вы не демонтируете незаконно установленные шлагбаумы? В данный момент созданная комиссия работает над реестром, чтобы было общее количество законных, незаконных. Далее будут устанавливаться владельцы данных шлагбаумов. Если они не будут установлены, то через суд они будут признаны бесхозными и в дальнейшем демонтированы. На территории следующего дома шлагбаум не установлен, но видно, что готовятся. Пока тут есть ограничители в виде блоков и камней. Объясняют, что это вынужденная мера. На повороте оттуда ехали на машине, оттуда ехали и врезались в детскую площадку, в карусельку. Хорошо, что детей там не было. Один раз ехали, там фонари, столбовые освещения, фонарь снесли. А недавно в случае был вот здесь на стоянке в 4 часа утра. Разбили 2 машины. У нас 3 случая, у нас дети здесь маленькие ходят. Так жильцы, не уведомив администрацию города, самовольно определили место для будущего шлагбаума. Без разрешительных документов вырыли яму. Однако мэрия решительно заявила, что ограничить въезд на этом участке не разрешат. Цуквария решена домой территории. Вы имеете право, как собственник жилья, собраться, там протокол сделать, заявление подать в администрации. Мы вам говорим, какие требования там должны быть. Если будете соблюдать эти требования, вам разрешат. А тут в любом случае вам не разрешат. Часто из-за шлагбаумов спасатели теряют драгоценные секунды для проезда горящим квартирам. Экстренные службы вправе ломать конструкцию, если дело касается жизни человека, отмечают представители МЧС. Также подчеркнули, что присутствие консьержа обязательно, так как система автоматической разблокировки ограждений в республике не смогут полноценно работать. Это недостаточно, так как такое же оборудование должно стоять на спецтехнике. И на скорых машинах, и на машинах пожарной службы, и газовой службы, чтобы при подъезде непосредственно к шлагбауму они автоматически открывались. Но у нас в республике такой системы нет. Да. В любом случае нужен консьерж или вывод сигнала, видеосигнала в помещение, где круглосуточно находятся люди и могут открыть. Сразу 2 шлагбаума незаконно установлены и по адресу Мальсагова, 34Б. По словам мэрии, разрешения ни жильцам, ни владельцу домовладения не выдавали. Консьержа нет, как и оборудования, которое считывает номера спецмашин. На очередной вызов к многоквартирному дому подъезжает машина скорой помощи.
Мы зафиксировали время ожидания машины. Шлагбаум открылся только через 19 секунд. Выяснилось, что на пульт нажали жильцы со второго этажа, которые услышали сирену кареты скорой помощи. Очень часто машины скорой помощи кружат в поисках проезда из-за установленных шлагбаумов, а эти минуты могут иметь огромное значение для больного в ожидании помощи. Это лишняя трата времени на открытие этих шлагбаумов, пока мы стоим, сигналим. На это уходит большое время. Но наша задача – это, как только поступил вызов, мы должны молниеносно среагировать на вызов, прийти и оказать как можно быстрее первую помощь. По словам мэрии, в городе всего 2 закона функционирующих шлагбаума. Один из них по улице Борова. Утверждают, что здесь дежурит консьерж и есть видеонаблюдение. Мы проверили. Действительно, шлагбаум открылся, как только подъехала спецмашина. По словам водителей скорой, днем особых проблем с выездом не возникает. Сложно приходится в ночное время суток. Оказывается, мы оказываемся виноватыми, но мы не виноваты, потому что мы долго там стоим. Не открывает шлагбаум. По итогам рейда администрации зафиксировано около 20 шлагбаумов. Все материалы намерены передать в органы правопорядка и, согласно букве закона, ликвидировать ограничители въезда. Так, с начала лета местными властями уже демонтировано 3 ограждающих устройства. Диана Дударова, Акромат Досхоев. Новости 24.